Я вам официально заявляю, так больше работать мы не будем. А если кто не понимает, что от него требуется, пожалуйста, бумаги хватает. Пишите заявление и занимайтесь совершенно другими вопросами. Мы никого насильно держать не будем. Решительным, твердым и точно знающим, что нужно республике. Таким народ Северной Осетии запомнит Тамерлана Агузарова. Обязанности главы он исполнял не больше года, но за такое короткое время успел завоевать авторитет. Все мы знаем, в каком состоянии он принял республику. В сложнейшей социально-экономической ситуации. Огромный груз сложнейших проблем, которые он взвалил на свои плечи. И я думаю, что вы все согласитесь со мной, что весь народ с большой надеждой воспринял его приход. Появление Агузарова в остинской политике сначала немного смутило и многих даже насторожило. Сложно было представить, что человек судебной системы сможет выбрать верный путь для развития республики. Тамерлан Агузаров много лет был председателем Верховного суда Северной Осетии. Но уже спустя месяц в должности главы становится понятно. Он знает, что делать и готов идти до конца. Он хотел служить народу, быть ближе к народу. К этому он призывал и своих соратников. Живите проблемами своих ведомств и своих учреждений, подшефных, подопечных, надзорных, поднадзорных. Живите их проблемами, решайте их проблемы, старайтесь решать. Руководство республики будет оказывать вам всяческую помощь. Тамерлан Агузаров не любил много говорить, он хотел успеть как можно больше. В первые 3 месяца работы, еще будучи в должности в Рио главы, съездил на Машук, где молодежь Осетии попросила провести аналогичный форум на родине. Тамерлану Агузарову эта идея понравилась, и уже через месяц в селении Даргав собралась активная молодежь. Глава успел побывать в недостроенных школах, которые простаивали много лет. И днем, и ночью работаете, 1 сентября, говорит, школа должна быть сдана. Одного его слова хватило, чтобы 1 сентября 2015 года общеобразовательные учреждения открыли свои двери для учеников. Общественность республики, да и мы все, которые знали его, в общем-то, получили, как мне кажется, достаточно серьезного руководителя республики, который очень ответственно подходил к решению всех проблем. Более того, по его высказываниям было видно, что он не формально ко всему к этому относится, а говорит от души, от сердца, что он все эти переживания принимает на себя. Политический курс Тамерлана Агузарова был направлен на поднятие экономики, здравоохранения и образования. Отдельное внимание глава республики уделял сельскому хозяйству, в частности, развитию импортозамещения. Летом Тамерлан Агузаров побывал в Кировском районе и лично оценил потенциал 3 агропромышленных комплексов. Он предложил СПК «Дегуста», которая реализовывала саженцы за пределами республики, больше не продавать их, а распределить по садоводческим хозяйствам других районов. Мы обяжем глав районов, не просить не будем, мы их будем обязывать. И ставить перед ними задачу, чтобы в каждом районе у нас были сады, были площадя под сады. И я очень надеюсь, что вот эти саженцы, 1 миллион, в следующем году будут все посажены на территории республики. Самое главное, что перед нами сегодня стоит задача импортозамещения. Перед нами сегодня стоит задача, чтобы мы не только свою республику, чтобы мы свое государство могли обеспечивать фруктами, в том числе и яблоками в первую очередь. Чтобы мы не покупали польских яблок и так далее и тому подобное. Казалось бы, он так много сделал и в то же время так мало успел. За 8 месяцев в должности главы Тамерлан Агузаров завоевал всенародную любовь. Новость о его кончине потрясла не только Осетию. Люди, даже которые не знали Тамерлана Агузарова, но видели, как он старается на благо республики, выражают соболезнования. В социальных сетях люди скорбят по человеку, который, по их мнению, впервые за долгие годы был достойным лидером народа. Агузаров Тамерлан Кимович безвременно скончался на 53-м году жизни. Он пришел неожиданно и также неожиданно ушел.